Всем привет, друзья! И все-таки YouTube это страшная сила. Благодаря YouTube, благодаря роликам, которые выкладывают авторы каналов, многие, ну и я в том же числе, узнали много полезного, много интересного, много поучающего. Вот так и я как-то, глядя один ролик, который всплыл на моей странице по рекомендации, узнал об интересном канале. Удивляюсь, почему канал, правда, молодой, но я удивляюсь, почему так мало подписчиков. Это просто находка для охотников. Так что сегодняшний ролик у нас будет полезен больше для охотников, чем для рыболовов, для рыбаков. Хотя одно от другого далеко не отходит, ведь каждый охотник в то же время и рыбак, и почти каждый рыбак является охотником, потому что рыбалка и охота это как братья-близнецы. В принципе, тут ну, азарт, все такое, все похоже. Так что этот сегодняшний наш ролик будет полезен больше охотникам, и даже я скажу больше охотникам по крупному зверю. Это лось, медведь и подобные. В общем, я нашел, друзья, канал, он так и называется, Охота с Палычем. Канал очень полезный, посмотрел ролик, посмотрел второй. Человек просто изготавливает сам пули. Начал смотреть дальше, он не только сам льет пули. Сейчас вот сразу же дам я ссылочку на канал. Вот здесь она будет, вот эта ссылочка на канал, ой, на ролик, где он просто изготавливает пули. Это целая мастерская, это мини-завод. Просто он делает все, штампует очень быстро, у него так легко и просто все получается, просто одно заглядение. Вот. Также начал как бы смотреть дальше, нашел ролик, где он изготавливает подкалиберные пули в пластиковой оболочке, короче, которые не портят канал ствола. Заинтересовался, нашел его ВКонтакте, переписались, и вот она, долгожданная посылка. Давайте сейчас сразу распакуем и посмотрим. Я поделюсь с вами этими пулями, потому что я вам скажу, многие у меня спрашивают: Геннадий, почему ты, когда мы тебя увидим на лесной речке, когда у нас будет рыбалка по Хариусу на лесной речке? Но я им отвечаю, что пойду на лесную речку тогда, когда откроется охота, когда можно будет носить с собой оружие. Потому что в Республике Коми, да, наверное, не только в Республике Коми, медведей развелось очень и очень много. А с оружием все-таки спокойнее. Так, ну что, смотрим. Смотрим. И что мы видим? Так. Мы видим пули раз, пули два, пули три, пули 4, пули 5. И здесь мы видим пластиковые гильзы. Вот одна пуля у нас выпала. Даже пластиковые гильзы отправил Андрей, чтобы в них снаряжать эти пули. Капсуля у меня есть. Как я буду снаряжать эти гильзы и как я буду делать пробные стрельбы, это выйдет отдельным роликом. Ну а пока давайте посмотрим, что представляют собой пули Палыча. Скажем так, канал на ютубе у него так и называется, Охота с Палычем. Ну смотрим. Так, это у нас откуда, интересно, выпало? Скорее всего отсюда. Так. Здесь подписано Голландии.
36 грамм, 8 миллиметров. Стальной сердечник 8 миллиметров. Вот такая вот пуля. Тут у нас идет 36 грамм АЗ. Свинцовый сердечник 8 миллиметров. Достаем. Все по одной достанем. Так. Здесь идет АЗ 30 грамм. Стальной сердечник 6 миллиметров. Достаем. Тут полево ВУ и полево 1. Давайте тоже посмотрим по одной пуле. Раньше я вам скажу, старался стрелять тоже пули полева, вот именно экспансивные с отверстием. Мне они больше всего нравились. Они, во-первых, летят точно и не повреждают канал ствола. Вот, смотри, вот. Оно раскрывается и дальше летит. То есть, проходя через ствол, эти пули не портят канал ствола. И как бы изначально я тоже, ну сказать, старался, потому что у нас большого выбора-то пуль-то нет в магазинах. Вот. Вот похожие вот пули полева было. Подойди поближе, Ром. Или ты увеличиваешь, вот. Они такие вот у меня пули были. Я старался заряжать свои патроны вот такими пулями. Вот такие, чуть подлиннее, экспансивные пули. У меня даже есть пули, которые я покупал уже, старался покупать уже готовые изделия, готовые пули, снаряженные. И как бы недешево они стоят. Вот это полево у нас вот такая. А тут, когда я смотрел ролик, и Андрей мне в ходе съемки ролика сказал, вот те-то пули немного подороже, стоят 25 рублей, то я просто сравнил наши цены в магазине и его цены. Получается, у него даже дешевле пули, чем у нас в магазине, намного. Вот, давай, Ром, подойди поближе и покажем вот эти пули. Вот, поближе. Вот, это стальной сердечник. Вот такая вот пуля. Если вы, конечно, я рассказать, это свинцовый сердечник, это стальной сердечник. Я могу только вам показать, как выглядит. А принцип полета, вот получается, я смотрел ролик, вот эта пуля летит почти до цели. То есть 80-90 метров эта пуля летит вместе с пластиком в контейнере. Пластик у Андрея весь импортный, я смотрел его ролик. И когда пуля доходит до цели, получается, пластик остается, ну а дальше оно раскрывается и уже наносит зверю большой урон на части, вот на 3 части, получается, разлетается. Подробнее, конечно, если вы хотите узнать, заходите на канал Охота с Палычем, YouTube канал. Ссылочку я оставлю в описании. Здесь вот именно сейчас я вот оставляю ссылку на ролик, где он подробно описывает, в правом верхнем углу здесь будет ссылочка на ролик, где Андрей подробно рассказывает принцип действия этой пули, что и как. В общем, я думаю, что моим друзьям, подписчикам этот канал будет просто полезен. Просто они узнают, где можно приобрести недорогие и качественные пули. Кроме этого, кроме пуль, я также, глядя канал Андрея, я увидел, что он изготавливает также матрицы для снаряжения гладкоствольных патронов, дробовых патронов, матрицы для закручивания, для звездочки. Цены, в принципе, недорогие. Сам цены что-то в районе 1000 рублей вместе с пересылкой. Набор для закатывания звездочкой, тоже он сам изготавливает. Закрутки всякие разные. В общем, оставляю вот ссылочку на этот ролик.
Заходите на канал Андрея, подписывайтесь. Человек, золотые руки, просто у меня нет слов. Так что смотрите. Может, кто-то для себя найдет что полезное, найдет для себя, может, кто-то нужное. А я думаю, пулевые патроны нужны любому охотнику, потому что без этого никуда. Ну и кто что захочет заказать, сами уже свяжитесь с Андреем, что и как, что, сколько. И я думаю, у него хватит пули. Я просто посмотрел, у него целый конвейер, он просто раз. Это просто даже смотреть приятно, а не то, что там вот держать в руках. Как я вот блесна вот в руках держу, также для меня приятно держать в руках вот эти пули, патроны, все такое. Ну, а как мы будем снаряжать эти пули и как мы будем проводить контрольные стрельбы, мы уже увидим скоро. Скоро откроется охота, и мы все это расскажем и покажем. Найдем открытое пространство, сделаем щит и пристреляем эти пули. Ну как-то вот так, вот такое короткое сегодняшнее включение. Завтра, сегодня идут приготовления полным ходом. Завтра выезжаем с Иваном Григорьевичем на рыбалку. Минимум 2-3 дня. Так что до встречи на реке. И в дальнейшем, в ближайшем будущем уже, до встречи на охоте. Она будет. Охота не за горами тоже. Всем пока, всем до свидания. И идем в гости на канал Охота с Палычем.